В Башкортостане проходят показательные мероприятия в рамках республиканского конкурса «Трезвое село». По этому случаю в селе Бердяш Зилайрского района прошел праздник, который называется «Сияет самоцветами глубинка». Давайте посмотрим. Село Бердяш в этом году отмечает 250-летие со дня основания. Большинство его жителей принадлежат к чувашской народности. В этом году они принимают участие в конкурсе «Трезвое село». Интересно, что одним из главных символов села является кривая сосна. А маленькую сосенку поселенцы стали беречь. Ведь она была символом рождения не только села, не только деревни, но и символом рождения новой жизни. Теперь настала пора познакомиться с местными жителями. Бердяш оказался богатым на таланты. Каких только мастеров мы не встретили на своем пути. Ярким представителем народных умельцев является Сергей Трофимов. В 1983 году я после армии пришел и начал этими самоделками заниматься. Вот эту вещь называю я его 3 в одном. Это катер, потом пескоструй и колеса качать. Вот процесс этот стоит. Вот это называется домкрат, быстрый подъем. На середину машину ставишь, раз ее поднял. Далеко шагнула в Бердяше инженерная мысль. Наша съемочная бригада не могла пройти мимо сделанного своими руками чуда современной техники. Уникальный транспорт продемонстрировал максимальную надежность. Следующей остановкой нашей команды стала мастерская народного умельца Александра Анатольевича Несмеянкина. Вот станки хочу показать. Вот станки он делал все собственными руками. Вот это маленькие заготовки. Вот из них он делает вот такую посуду. Ну и все, вот станок. Местные жители называют родное село по-своему, по-чувашски – Тириш. По-башкирски его имя звучит как Бердеш. Это связано с тем, что переселенцы селились у истоков реки Бердяшки, от башкирского слова «берде», что в переводе на русский означает «хариус». Очередной жемчужиной среди местных жителей является костоправ Таисия Алексеева. Когда мы заглянули в гости, она вела очередной прием. Это позвоночник у вас. Потерпите, немножко больно. Позвоночники лечу. Кто ноги вывихнет, то руки вывихнет. Ну, вывихи бывают, что в больнице не вставляют. Приходится мне заниматься этим делом. Всем участникам праздника были показаны целебные свойства бани по-черному и бани по-белому. Солдаты из села Бердяш защищали родину в Великой Отечественной войне. В данный момент их потомки принимают участие в специальной военной операции. В школе организован уголок бойцов СВО. Население нашего села занимается разведением крупнорогатого скота, мелкого рогатого скота, свиноводством. Очень развито у нас пчеловодство. Сегодня на мероприятии мы хотели показать еще, чем занимается, кроме этого. Это кто чем увлекается, кто чем может еще показать себя. Около сельского клуба началось народное гуляние. Угощения текли рекой и пришлись всем по душе. Также среди гостей прошел аукцион домашней выпечки. Вырученные средства пошли в помощь участникам СВО. Посетив выставку народных умельцев, мы в очередной раз убедились в том, насколько богато село Бердяш на талантливых людей. Финалом праздничного мероприятия стал концерт, подготовленный местными мастерами народного творчества. Глава администрации Зилайрского района Борис Мелкоедов поздравил семью Ивановых, отметивших 50-летие свадьбы, пожелал всем собравшимся семейного счастья и призвал вести трезвый образ жизни. Тимур Юсупов, Наиль Юнусов, Ренат Кашапов, Зилайрский район.